Хорошо знать вооружение и тактику действий диверсионных подразделений и групп противника, стойко переносить жару и холод, уметь совершать многокилометровые марши по труднопроходимой местности, хорошо владеть приемами рукопашного боя, всеми видами стрелкового и холодного оружия, саперной лопатой как средством самозащиты и нападения. Все это задача разведчиков. История абхазской разведки началась в 1993 году. Сначала создавались отдельные разведывательные формирования. 8 июня того же года отдел разведки и контрразведки был образован в Управление военной разведки при Министерстве обороны Абхазии. Разведка – это вообще элита вооруженных сил. И в дни войны военные разведчики собирали разведывательную информацию о противнике. И по той информации, которую получали они, планировались военные операции. Не было ни одной операции, которая планировалась без разведки. И хотелось бы отметить, что в разведывательном управлении в тот период служило более 100 человек. Среди них было много добровольцев, но в основном это жители Абхазии были, или те, которые имели специализацию разведка. Первым начальником и основателем управления был кандидат юридических наук, в прошлом преподаватель Академии МВД России, герой Абхазии, полковник Эдуард Ажиба. Он погиб в июльской наступательной операции 1993 года. Большая часть военнослужащих награждены высокими государственными наградами. Хотелось бы отметить, что 4 руководителя разведуправления стали потом генералами вооруженных сил Республики Абхазия. С разведуправления погибло 6 человек. Имя одного из них навечно внесено в списки. Первый начальник разведуправления, герой Республики Абхазия Ажиба Эдуард Самардович, погиб 5 июля 1993 года. Первый замминистра обороны Абхазии Беслан Свиджба зачитал поздравительный адрес от имени министра обороны и вручил боевые награды 18 офицерам. Боевые традиции военных разведчиков достойно продолжает нынешнее поколение военных разведчиков вооруженных сил Республики Абхазия. Они с честью выполняют воинский долг, постоянно овладевают военными профессиональными знаниями, совершенствуют свою выучку и воинское мастерство, решают ответственные боевые и специальные задачи. Поздравляю вас, весь личный состав ветеранов военной разведки с Днем военного разведчика. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых достижений, успехов в военной службе и труде на благо Отечества. С уважением, министр обороны Республики Абхазия, генерал армии Тишмаль. Сильная разведка необходима для обеспечения безопасности государства. Опираясь на опыт военных лет, и сегодня в Абхазии готовят надежные кадры. Без права на славу, но во славу Родины. Ведь героические поступки офицеров разведки, как правило, остаются под грифом «секретно». На Алакове, Астамур Гожба, Абхазское телевидение.